отъездом в Китай в Москву прибыла правительственная делегация Венгерской Народной Республики, возглавляемая председателем революционного рабоче-крестьянского правительства Янышем Кадером. Гостей встречали товарищи Микоян, Суслов, Аристов и другие официальные лица, а также посол Китая в СССР Лю Сяо. Поездка венгерской правительственной делегации – еще одно свидетельство крепнущего союза социалистических стран. Перед вами исторические кадры кинохроники, снятые в Баку почти 40 лет назад. Веками порабощенные женщины Востока впервые вышли на демонстрацию, но чадру они еще не сняли. Посмотрите, как выглядит Баку сегодня и как изменился облик азербайджанской женщины. Начальником лаборатории электростанции работает Азиза Айдамирова. Молодой инженер, она внесла много ценных рационализаторских предложений. Славу хорошего хирурга снискала за многие годы напряженного труда Кюбра Кадымова. Много операций сделала она, многим спасла жизнь. Дочь рабочего, Таира Таирова, стала ученым. Она возглавляет Государственный научно-технический комитет при Совете министров республики. Таира Таирова – депутат Верховного Совета СССР. На этих нескольких примерах можно видеть, как за годы советской власти изменилась судьба женщин Азербайджана. С Внуковского аэродрома реактивный пассажирский лайнер Ту-104А стартует на побитие мировых рекордов. Командир корабля летчик-испытатель Ковалев, штурман-испытатель Малхасян, ведущий инженер Гроздов. На борту корреспонденты газет и радио. Самолет летит по замкнутому маршруту Москва-Орша-Москва с грузом в 10 тонн. Средняя скорость около 973 км в час. Полет завершен. Установлены новые мировые рекорды на скорость с грузом в 2 тонны, в 5 тонн и в 10 тонн. Экипаж самолета и все, кто готовил этот полет, посвятили рекорды славному празднику 40-летия Великого Октября. Почему так торжественно встречают на Киевщине Марию Блашкову? Что сделала эта скромная чешская женщина? В годы войны она проявила материнскую любовь к советскому воину, земляку колхозников села Болотня. Узнав, где живут его родные, Мария Блашкова приехала, чтобы рассказать о последних днях храброго солдата, которого до сих пор считали без вести пропавшим. «Ваш односельчанин Тихон Вождаенко, — говорит она, — сражался и погиб за Чехословакию. Я вместе с другими жителями городка похоронила героя, поставила памятник, и на дорогую нам могилу мы всегда приносим свежие цветы. Спасибо вам, дорогая и близкая от всех нас, — сказал Василий Вождаенко, сын погибшего воина. Это один из многих фактов, отражающих великую дружбу советского и чехословацкого народов. Недавно на Урале, в Новолялинском леспромхозе, проходили испытания нового трелевочного трактора. Его двухконсольная арка напоминает руки могучего великана. Машина сразу берет 2 больших связки деревьев. Новый трактор вывозит из леса в 2 раза больше древесины, чем обычная трелевочная машина. Не на Кубани и не на Украине, а в Ярославской области выращена такая кукуруза. Славно потрудились и зоотехник колхоза «Луч коммунизма» Маргарита Барышникова, и бригадир Петр Савелов, и все полеводы. По 450 центнеров зеленой массы собирает колхоз с каждого гектара, а под эту ценную кормовую культуру отведено почти 40 гектаров. Вы знаете, что дало это артели? Почти втрое выросли удои молока и доходы колхоза.
Этот пожар возник на нефтепромыслах в Туркмении. Загорелся газово-нефтяной фонтан. Из ближайших городов приехали пожарные команды. Из Москвы прилетел крупный специалист по тушению таких пожаров Граздан Мушигович Мамиконянц. Огонь бушевал несколько суток. Были созданы искусственные водоемы. 1000 литров воды охлаждали район пожара. Тракторы делали обваловку кипящего кратера. Одновременно готовили взрыв, с помощью которого было решено сбить пламя. Все готово. Пожар ликвидирован. Восемь дней продолжались близ Киева 9-е всесоюзные соревнования парашютистов на первенство страны. Высота 1500 метров. Самолет покидает сборная команда ДОСААФ. Надо задержать раскрытие парашюта на 20 секунд и точно приземлиться. Спортсмены установили новый мировой рекорд. Вот они: Иван Петчищин, Юрий Пеклин, Владлен Тихоненко, Михаил Дмитров. Теперь от самолета отделился Сергей Митин. Точнее приземлиться, пожалуй, трудно. Митин завоевал звание абсолютного чемпиона. Среди женщин чемпионкой стала Галина Мухина. В Государственном комитете по культурным связям с зарубежными странами состоялась церемония передачи портрета покойного президента Соединенных Штатов Америки Франклина Делано Рузвельта его вдове Элеоноре Рузвельт. Портрет вручил художник Александр Герасимов. Он написал его в 1943 году в Тегеране. Элеонора Рузвельт поблагодарила за подарок и заявила, что портрет займет достойное место в доме-музее Рузвельта. В Нью-Йорке продолжает работу 12-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Впервые занимают свои места представители Малайской Федерации, нового государства, принятого в Организацию Объединенных Наций на этой сессии. Сейчас в Организацию Объединенных Наций входит 82 государства. В общей политической дискуссии выступил глава советской делегации, министр иностранных дел СССР товарищ Громыко. Советское правительство, подчеркнуло в своей речи, неизменно отстаивающее мирное сосуществование государств, вносит на рассмотрение Ассамблеи конкретный план разоружения. Особо наше правительство предлагает рассмотреть вопрос о безотлагательном прекращении испытаний атомного и водородного оружия. Сейчас военные специалисты время от времени занимаются подсчетом, кто больше взорвал атомных или водородных бомб: Соединенные Штаты Америки или Советский Союз, чьи взрывы эквивалентны большему количеству миллионов тонн тротила. Это, конечно, тоже своего рода соревнование, но мы против него. Вместо соревнования в области вооружений мы предлагаем соревнования в деле преобразования природы и подчинения ее сил воле и мирным интересам людей. Именно такое соревнование, а не гонка вооружений, должно решить спор о преимуществах и недостатках той или иной общественной системы. Народы всех стран ждут от Организации Объединенных Наций решения главной задачи, к которой она призвана — обеспечение прочного мира во всем мире.